Если мы говорим сейчас о квотах, то, наверное, нужно упомянуть, какие у нас льготы абитуриентов пользуются преимуществами. Здесь у нас традиционно сохраняется особая квота. Это для сирот, для инвалидов, те категории, которые всегда поддерживаются. 10% на всех специальностях, где есть бюджет, выделяется для них. Это в бакалавриате только и специалитете. И новая квота появилась, вот она уже второй год. С первого года она, впервые она, правда, по-другому называется. Это была специальная квота в том году. В этом году она сменила название на отдельную. Это для детей, участников СВО. Здесь я тоже хотела сделать комментарий. Очень много вопросов именно от самих участников СВО. Квота, она для детей, участников СВО. И есть требования к самим участникам СВО, при которых именно квота будет для них. Но там очень такие серьезные требования, поэтому здесь обратите внимание, очень много вопросов просто по этой квоте. Приоритет детям. К сожалению, у участников там немножко не так много... За разъяснениями в любом случае нужно обращаться непосредственно на горячую линию или там есть специальная форма справки, поэтому тоже обратите на это внимание. Нужен перечень документов особый, который подтверждает права на эту квоту. Но все квоты, хотел бы тоже напомнить, что все квоты зачисляются чуть-чуть пораньше. Обратите на это внимание, они первые зачисляются, поэтому, соответственно, все документы нужно предоставить тоже заранее. Ну и главная наша квота любимая, это целевая квота. Это когда есть заказчик, то есть тот работодатель, у которого есть какая-то потребность в кадрах, ему нужен специалист, и он заключает с абитуриентом договор, что когда абитуриент отучится, получит специальность, он придет к нему работать. Вот эта квота очень большая. В этом году у нас на некоторых специальностях до 50% на эту квоту отводится, поэтому шансы, конечно, поступить там гораздо больше, потому что квота – это отдельные места, конкурс поменьше, соответственно, и шансов пройти быстрее первым поступить в университет. Скорее всего, это связано с нехваткой учителей в школах, да, потому что основные ваши работодатели, наверное, это школы и муниципальные государственные. Да, все организации, детские садики, это могут быть заказчиками школы, центры доп. Образования, администрация, любая бюджетная организация может стать заказчиком. Здесь тоже рекомендую к этой квоте присмотреться, потому что она более доступна обычному абитуриенту. Здесь нужно только найти заказчика и иметь проходные баллы, то есть преодолеть вот эти минимальные пороги, и все, и двери в университет практически открыты. Сразу скажу, никто ни за кого в целевой квоте не платит, работодатель ничего не оплачивает. Целевик, он такой же обычный бюджетник, он также живет в общежитии, он также получает стипендию, у него все льготы, все права такие же, как обычный бюджетник. Единственное, у него есть обязанности перед работодателем. У него есть обязанности, да, он должен отработать не менее 3 лет у своего заказчика. Но это даже, я не знаю, это, наверное, плюс, потому что... Гарантированное место работы. Гарантированное место трудоустройства. Не надо этого бояться. Опыт работы уже будет, а через 3 года, я думаю, что молодой специалист, он уже не молодой, он уже знает, чего он точно хочет и куда он точно хочет. Но опыт показывает, что в основном остаются в тех школах, в которые они пришли, где они уже освоились, где уже знакомый коллектив и где уже у них пошел карьерный рост. Поэтому не бойтесь целевой квоты. Очень хорошая квота, я рекомендую на нее обратить внимание. У нас в районе 200 человек ежегодно поступает под этой квоте, не только в бакалавриат. У нас есть и директора, и завучи, и учителя, которые приходят в магистратуру по этой квоте и с удовольствием учатся. Поэтому присмотритесь. Наталья Степановна, большое спасибо вам за исчерпывающую информацию. Я надеюсь, что в год педагога и наставника конкурс будет хороший в педагогическом университете, что кампания приемная пройдет успешно, и те, кто хотят связать свою жизнь с профессией педагога, обязательно поступят в Акмолинский университет. Большое спасибо за пожелания, а мы вас ждем в Акмолинском университете.